Здравствуйте. Здравствуйте. Саламатсыздар ма? Естіліп тұр ма? Қайырлы күн, тікелей эфирдің құрметті көрермендері. Приветствую вас, дорогие участники прямого эфира. Сегодняшний консультант для фермеров, предпринимателей и для интересующихся людей. Я Мажибаева Жанара Умарбековна, PhD-доктор, заведующая лабораторией гидробиологии и гидроаналитики научно-производственного центра рыбного хозяйства, где я тружусь почти 15 лет. Тема эфира мы прикрепили. В связи с пандемией COVID, который прикоснулся почти всех жителей нашей страны, от чистого сердца хочу пожелать всем крепкого здоровья и тем, кто уже болеет, скорейшего выздоровления. Для людей, которые хотят получить научное обоснование по водоему, не помешает информация о том, что какие услуги наша лаборатория гидробиологии и гидроаналитики оказывает. Услуги, которые мы совместно с лабораториями ихтиологии, аквакультуры и генетики на нашем сайте МБЦ рыбного хозяйства хорошо подробно указаны, показаны. И я хотела бы перечислить именно те услуги, те работы, которые именно наша лаборатория выполняет, озвучить. В последние годы у нас были работы, связанные со строительством мостов и добычей природных ресурсов, таких как нефть, газ и другое. Так как по требованиям природоохранного кодекса необходимо проводить не только ихтиологические исследования, но и гидробиологические. И даже в данный момент мы такие вот хоздоговора выполняем. Далее, проведение экологического мониторинга на водоемах Республики Казахстан. Оценка состояния кормовых ресурсов водоемов и влияние степени потребления кормовых организмов и накормленности рыб в естественных водоемах и рыбохозяйственных хозяйствах. Разработка биологических обоснований, прогноза и лимита добычи цист Артемии, а также других ценных беспозвоночных. Рецензирование биологических обоснований, научных разработок и проектов. Также методическая помощь, консультация по всем вопросам гидробиологии мы оказываем. Определение качества воды в водоемах по организмам, индикаторов загрязнения. Наша лаборатория имеет такой опыт по выявлению даже индикаторных видов по биоразнообразию организмов. Комплексное обследование различных типов водоемов с заключением о пригодности воды на различные хозяйственные нужды, в том числе рыбохозяйственные по гидрохимическим и токсикологическим показателям. Определение гидрохимических показателей воды, pH, растворенные газы, биогенные и органические вещества, минеральные соли с прогнозом подверженности водоема заморным явлениям. В нашей лаборатории эти услуги оказывают специалисты с многолетним опытом и с учеными степенями. Тема доклада – это влияние кормовой базы водоема на развитие рыб, которые вы видите на экранах. В Казахстане более 1000 водоемов, из которых самые крупные подразделяются на 8 бассейнов. Это Жайык-Каспийский, Балхаш-Алакульский, Иртышский, Арало-Сырдаринский, Нурас-Арсуский, Исильский, Табол-Тургайский и Шуталасские бассейны, из которых 4 первые названные бассейны являются основными рыбопромысловыми водоемами. Я могу еще раз перечислить, так как на память не все запоминают. Это Жайык-Каспийский, Балхаш-Алакульский, Иртышский и Арало-Сырдаринский бассейны
основу рыбопромысла в нашей стране обеспечивают. Естественно, во всех этих водоемах заселены разнообразные животные и растения, в том числе и рыбы. В настоящее время в Казахстане главным направлением развития рыбной отрасли является сохранение и эффективное использование экосистемы управления. В связи с чем перед рыбной отраслью самой главной задачей является рациональное использование природных ресурсов. Это понятие включает в себя изучение водоемов для определения рыбных запасов, расчет объема допустимого вылова рыбы для сохранения способности стада к воспроизводству. Также изучение условий обитания рыб в водоеме, в частности кормовой базы рыб. Что такое кормовая база рыб? Это все доступные организмы и растения в водоеме для рыб, начиная с бактерий, микроводорослей, других высших растений и водных животных. Наука всех кормовых для рыб объектов подразделяет на фитопланктон, зоопланктон и зообентос. Что такое фитопланктон? Это совокупность растительных микроскопических организмов, населяющих толщу воды, морских и пресных водоемов. Зоопланктон – это беспозвоночные животные, тоже водной толщи, микроскопические они. Зообенты, соответственно, это организмы, обитающие на дне водоема. А можно бассейны Извиняюсь, я так... А можно бассейны по регионам Казахстана? А можно бассейны по регионам? Я 2 раза озвучивала, но еще раз могу озвучить, конечно, это Жайык-Каспийский бассейн, Арало-Сардаринский, Балхаш-Алакольский бассейн и Иртисский бассейн, Иртысский. И еще Нурас-Арсуский, но самое главное, вот эти 4 бассейна, которые обеспечивают нас рыбой. Здравствуйте. Можно? Какие еще вопросы были? Я что-то вопросы еще не начинали. Извиняюсь, сейчас посмотрю, какие пока все вопросов только один, да? Задавайте вопросы, я постараюсь на них ответить. Очень рада, что всех приветствую, рада всем. Вопросов не вижу пока. Давайте тогда пока рассказываю про кормовую базу. Кормовая база изначально всех водоемов Казахстана до акклиматизационных работ были очень бедными. Во время СССР почти на всех крупных бассейнах, названных мной, были проведены акклиматизационные работы. И на примере я хочу рассказать про Капчагай. После зарегулирования стока реки Иле в 70-е годы в водохранилище отмечалось низкое развитие кормовой базы рыб, в связи с чем здесь проводились плановые акклиматизационные работы по обогащению его кормовыми для рыб беспозвоночными. Тогда были завезены 8 видов высших ракообразных и 1 вид моллюсков, который называется цветная Монодакна колората. В озеро Сасаколь были выпущены тоже 2 вида мезид, откуда мезиды попали в озеро Кашкарколь. В озеро Сасаколь тогда еще зарабляли моллюска Монодакна, но безуспешно. Также мезид в озеро Алаколь много раз вселяли, но из-за химического состава воды эти мезиды в Алаколе не прижились. В данное время основу кормовых ресурсов молоди Осо это Алакольская система озер, создают разные представители ветвистоусых и веслоногих рачков, а также коловратки, как и во всех, в принципе, водоемах Казахстана. И все наши водоемы почему изначально были бедны кормовой базой? Дело в том, что в наших водоемах
Вообще, как бы Казахстан расположен на считается, что мы полупустынной местности расположены, только вот ближе к России в территориях водоемы более богаты биоразнообразием и кормовой базой за счет того, что в водоемах очень много органических веществ. А в наших водоемах этого мало было, и поэтому у нас ихтиофауна очень бедная была. Вместе с кормовыми организмами тогда заселяли наши водоемы и кормовыми организмами, рыб, более ценных видов рыб. И хочу на примере рассказать про тогда. Хочу еще рассказать то, что вот из-за того, что в АСО особо мезиды, бакоплавы особо не прижились, там основу кормовой базы создают личинки насекомых, которые развиваются до определенного момента, обитают в водоемах, тогда рыбы питаются ими. И во время генерации они вылетают и объединяют кормовую базу водоемов этих АСО, и во многих, в принципе, в Казахстане. И получается, рыбы остаются вообще без без корма. Тогда рыбам приходится переходить на питание своих сородичей, если это хищник, а если это бентосный организм, им приходится питаться растительностью. Хотя в растении тех нужных элементов для рыб мало. Поэтому, если сравнить того же леща или судака, алаколя и копчега, у них одного возраста рыба может иметь разный вес и разные показатели. Да. В алаколе рыба хуже растет и условия не совсем благоприятные. Они есть, но когда в копчега за счет акклиматизационных работ рыбы, получается, круглый год обеспечены кормами, и они круглый год могут питаться и развиваться хорошо. Далее. Вопросов я не вижу почему-то. Задавайте, пожалуйста, вопросы. Я постараюсь на них ответить, потому что кроме одного вопроса я что-то не вижу. Чем питается молоть рыб? Спасибо за вопрос. Сейчас расскажу. Молоть всех видов рыб питается планктонными беспозвоночными, а рыбы-плантофаги, их называют рыбы, которые питаются планктонными организмами беспозвоночными, их называют плантофаги. К плантофагам относятся у нас пелеть, рипус, ряпушка, серебряный карась, которые до конца жизни остаются плантофагами. И также молоть всех видов рыб без исключения питается планктонными беспозвоночными до определенного момента, и потом переходит на хищничество, на питание бентосными организмами и так далее. Также планктоном могут питаться даже бентосные бентофаги и даже хищники, если нет другого корма, они могут какое-то время еще питаться планктоном. И также чем питаются? Какие ракообразные обитают в водоемах Казахстана? Спасибо за вопрос. В наших водоемах очень много ракообразных и очень много, в принципе. И ракообразных делят на высшие и на низшие ракообразные. К высшим ракообразным относятся креветки, раки, мезиды, кумовые. И артемии не относятся, извиняюсь. Еще могут, и к ним еще относятся, что еще? В мире еще есть, все, наверное, знают, омары, лангусты, скорпионы, они все относятся к высшим ракообразным. К
К нишам относятся дафни, циклопы, артемии и множество других видов, но это как бы специалист определяет их, и на слуху вот эти дафни, циклопы почти многие, должны все, в принципе, знать их. И также я хочу рассказать про нашу гордость, про артемию. Думаю, артемия как бы интересна многим. У нас в Казахстане очень много мелководных, солоноватых, соленых водоемов, где обитают рачки артемии. Вы все знаете, это очень ценный биоресурс, который обитает в мелководных водоемах нашей республики. Цисты артемии в любое время можно получить. Цисты артемии, почему они ценятся? Дело в том, что когда разводишь личинок рыб или креветок, их первые дни нужно кормить калорийными полезными кормами. И к ним относится артемия. И артемию за пару дней можно получить наупли артемии и кормить их науплями. Наупли – это первые стадии развития артемии, и они считаются хорошими живыми стартовыми кормами для личинок рыб и креветок. Те, кто выращивают креветок, в основном креветок кормят артемиями. И в птицеводстве тоже отходами птиц кормят артемии. И когда артемии кормят, лучше растет. Поэтому артемия – это бесценный биоресурс, который у нас в Казахстане много, достаточно. И около 300, по-моему, водоемов есть у нас в Казахстане соленых. И в основном эти соленые озера в Павлодарской области, дальше в Алматинской тоже есть, но они не так продуктивны, как в тех северных регионах Казахстана. И даже из них получают косметические какие-то приборы, косметику могут делать, БАДы могут делать. И вот. Еще какие были вопросы? Вроде бы я ответила, надеюсь. Каспийский бассейн в Атрауском и Ахтауском. Каспийский бассейн в Атрауском и Ахтауском. Я не поняла этого вопроса. Да, и на Каспийское море можно подойти с Атрау и с Ахтау, в принципе. Алакольский в каком регионе? Алакольский. Алаколь – это Алакольская система озер. Если вы говорите про озеро Алаколь, Алаколь относится, если я не ошибаюсь, к 3 областям. Это к Алматинской области относится часть Алаколя, с другой стороны к Семею, как называется область, к Семею относится, и еще что-то не знаю, я не помню, география не очень. В принципе, смотря откуда подойти, к одному области Алаколь не относится. К Алматинской и Ускаманской области относятся. Какие кормовые организмы способствуют низкой продуктивности водоемов? В принципе, да. У каждого водоема есть свои пределы. Какие это пределы, я хочу обозначить. В первую очередь это ограниченные кормовые ресурсы водоема, вследствие чего ограничивается, конечно, рыбопродуктивность водных объектов и способность промысловых видов к воспроизводству. Также в регионах с холодными и долгими зимами, зимними периодами может происходить промерзание грунтов. Вследствие, когда грунт промерзает, в грунте в воде обитающие организмы погибают и тем самым обедняют кормовую базу рыб
целого водоема. Химический состав воды также играет важную роль в формировании пищевой цепи любого водоема. В речных стоках низкое количество взвешенных веществ также отрицательно влияет на развитие кормовой базы, так как за счет поступающей в воду органики развиваются микроорганизмы и далее все звенья пищевой цепи. Еще одной причиной, тормозящей объем вылова рыбы, может являться резкое снижение уровня воды. Обычно такое происходит на водохранилищах. Когда снижают уровень воды, это сказывается на функционировании экосистемы полностью. При таком снижении уровня воды в водоеме пассивно двигающиеся бентосные или донные организмы не успевают с водой уйти на глубокие участки и погибают на высыхающих участках. Также резкое снижение уровня воды, особенно весной во время размножения рыб, может привести к гибели икры. Какие кормовые организмы способны... Я вроде бы назвала, надеюсь, ответила на ваш вопрос. Спасибо за отзывы. Я вижу, это очень приятно. Все ли виды креветок являются съедобными для людей? В принципе, креветки – это деликатесные, все мы любим креветок, и считается, что это креветки один из даров моря. У нас в Казахстане креветок особо никто не выращивает, но мы покупаем и, думаем, любим. Многие любят креветок. Среди креветок более 100 видов есть. Они отличаются в основном размерами. Более крупные, самые крупные это ценные, креветки. Но в принципе мелких тоже можно креветок пробовать. Я пробовала, в принципе. Но за счет того, что они мелкие, там меньше мяса и не очень вкусно. Чем крупнее, тем они вкуснее, я считаю. Поэтому вообще те, кто выращивают, они в основном выращивают представители рода Macrobranchium. Все почти представители этого рода, они являются промысловыми и их выращивают на хозяйствах, вылавливают с морей, с океанов. А у нас в Казахстане, я слышала, есть несколько таких хозяйств, но я с ними не знакома и не знаю, к каким результатам они пришли, но в основном мы все это покупаем. Это деликатесные, в принципе, всех можно есть, если есть желание. Есть ли необходимость в изучении водных гидробионтов? Жаркен, Ажархан, есть ли необходимость в изучении водных гидробионтов? Конечно же, есть. Вообще у нас, мне кажется, в Казахстане не так хорошо уделяют на гидробиологию внимание. Это как мое, как гидробиолога, наверное, мнение. Гидробиология – это очень обширная наука, туда ихтиология, в принципе, ходит. Гидробиология изучает экологию водоемов. Также в себя включает таксономию, это биоразнообразие определяет. Экономическая биология тоже входит в гидробиологию. Промышленная биология, морфология, физиология беспозвоночных. В основном наша лаборатория занимается беспозвоночными, я поэтому буду говорить про беспозвоночных. Еще для меня важным моментом является, если не изучать, что нас окружает, какие организмы, в будущем, если один вид исчезнет, исчезнет, мы не будем об этом знать. Поэтому, конечно, мы должны следить за биоразнообразием. И я, когда нашу красную книгу Казахстана открыла, там увидела, что из беспозвоночных там только есть туркестанский рак, еще пару каких-то водных животных, я их уже не помню. Меня это удивило, потому что беспозвоночных тысячи, десятки, 50 тысяч видов. И получается, они мы следим, но у нас нет такой темы, которую
исследовала бы только биоразнообразие, да, каких-то организмов. Мы попутно со своими задачами изучаем биоразнообразие, и у нас есть банк данных, и в будущем, я думаю, этот банк данных нам поможет, может быть, атлас написать по беспозвоночным, дай бог. И, конечно, нужно изучать. Если необходимость в изучении, прочитала, если виды бентоса являются, сели виды бентоса являются кормовыми для рыб. Да, я вначале говорила, что такое кормовая база. Это абсолютно все беспозвоночные и растения, которые есть на водоемах. Рыба, в принципе, есть рыбы, которые избирательные к пище, есть рыбы, которые могут питаться всем, что есть. Но там ядовитых ничего на наших водоемах, в принципе, нет. И даже каких-то ядовитых организмов в океанах есть рыбы или какие-то другие существа, которые могут есть их. Спасибо за вопрос. Я надеюсь, если я пропустила, можете повторить. Как выращивать мезит? Мезит, да, в нашем институте есть лаборатория аквакультуры. Они в прошлом году пробовали выращивать мезит и хороших результатов достигли. Их они выращивали в садках, в аппарате Амур выращивали, в прудах. Но, по-моему, в бассейнах мезита, который выращивали в бассейнах, хорошие результаты дал. Да, можно выращивать, но это обращайтесь в наш институт, и наш институт особенности лаборатории аквакультуры хорошо, думаю, вам расскажет. Здравствуйте, взрослые рыбы чем питаются? Взрослые рыбы, вообще рыбы по типу питания подразделяются на фитофаг, зоофаг, хищники, бентофаг и плантофаг. Про плантофагов я рассказывала, это молоть и некоторые взрослые, да, виды. К бентофагам в Казахстане практически, бентофагам относятся чисто, к бентофагам относятся сазан, лещ, вобла, кто еще, вобла, карась относится, да, еще какие-то виды, я их помню, просто сейчас на память вот этих видов вспомнила. А к хищникам относятся сом, судак, жерех, окунь, змееголов тоже относятся. Эти хищники питаются рыбами или крупными беспозвоночными, как креветки. К бентофагам, в принципе, бентосными организмами питаются почти все виды, в принципе, в Казахстане. Я питанием занимаюсь уже почти 15 лет, и я вижу в пищевых комках у рыб всегда бентосных организмов. Рыбы могут питаться даже околоводными насекомыми, выпрыгивать и кушать, выхватывать, да, насекомых каких-то летающих. Всем питаются, но взрослые рыбы у нас питаются, подразделяются на хищников, на бентофагов и на фитофагов. Фитофаги у нас, я знаю, амура, толстолобика. Они питаются высшей и низшей растительностью. Низшие растения – это фитопланктон, микроскопические растения. Спасибо за вопрос. Надеюсь, я ответила. Что еще? Какие кормовые организмы повышают продукционные характеристики рыб? Я приводила пример на Алакуле. На Алакольской системе озер, там несколько водоемов, Сасыколь, Кушкарколь, там очень мало постоянных обитателей водоемов, кормовых, да. Постоянные обитатели, к ним относятся черви, моллюски, ракообразные. Когда их почти нет или очень мало, рыба питается временными обитателями водоемов. Временные обитатели – это личинки насекомых. Когда они вылетают, рыба остается без пищи. Если
водоемах есть организмы, которые обитают в водоемах круглый год, тогда вот это повышает продуктивность, продукционные характеристики рыб. Артур, надеюсь, я ответила на ваш вопрос. Ну, можно просто мезиты, бакоплавы, они все высококалорийные, моллюски, даже аминокислот много в моллюсках, и они все обеспечивают рыб нужными элементами, пищей, белками. Если в водоемах кормовая база недостаточная, как это отразится на рыбе и ее жизнедеятельности? Спасибо за вопрос. Да, я вот приводила пример насчет судака Алакуля и Каптигайского водохранилища. Так как я Каптигай уже изучаю 14 лет, я хорошо знаю, да, и у нас была такая статья с моей коллегой, и мы сравнивали характеристики, да, вот биомасса моллюска, биомасса леща, который, ну, допустим, вот 3 года лещу, возраст 3 года, и лещ каптигайскому лещу и алакольскому по 3 года, да, и когда мы смотрим характеристики, их вес, получается, каптигайский лещ намного крупнее, упитаннее, хорошо развивается, и, ну, главное в рыбном хозяйстве, когда, ну, рыбу, когда покупаешь, чем крупнее, тем вкуснее, в принципе. Получается, когда кормовая база недостаточна, рыба хорошо развивается определенные месяцы до вылета, да, до вылета насекомых, и после вылета рыбы остаются голодными на определенный период. Это может быть недели, месяц даже пройти, пока новые личинки этих насекомых не появятся на водоемах. И, конечно, это отражается на рыбах, рыба может заболеть, и обычно такие рыбы бывают тугорослыми. Хорошо отражают, недостаточность, да, вот кормовой базы плохо отражается на рыбах. И повышать, если даже повышать кормовую базу, мы просто так не можем подойти к водоему и повышать какую-то кормовую базу. Мы должны эксперименты ставить, посмотреть, приживется ли какой-нибудь вид мезиты в этот водоем. Ему исследование, это очень большая работа. В последнее время такие работы у нас не проводятся. Последний раз во время СССР акклиматизационные работы на водоемах Казахстана проводились. И очень хорошая монография есть Сауле Жангировны, нашего замдиректора, можно посмотреть. Там очень много информации про рыб и про кормовую базу всех бассейнов. Также дальше идем. Надеюсь, ответила на ваш вопрос. Какие организмы создают кормовые ресурсы? Я думаю, ответила на этот вопрос. Все организмы создают кормовую базу, кормовые ресурсы водоема. Лирика. Это вот, если сказать, это кто? Мезиты, бакоплавы, креветки, моллюски, черви. Их тоже очень много. Многощетинковые черви есть, малощетинковые черви. Я хотела еще про Балхаш тоже рассказать, про озеро Балхаш, кстати. Вот сотрудница оттуда вопрос мне задает. Озеро Балхаш – это в настоящее время в промысловом отношении на первом месте, кстати, по добыче рыбы озеро Балхаш. Почему? Да, вот изначально в озере Балхаш тоже, как в Каптигайском водохранилище, это естественный водоем, очень бедная кормовая база была. И после акклиматизационных работ вместе, конечно, кормовыми беспозвоночными туда зарыбляли рыб. И сейчас доминирующие все промысловые виды, насколько я знаю, Каптигай, это все промысловые виды рыб.
это судак, сазан основу создает. И, правда, есть и минусы. Тогда несколько видов рыб, это маринка, окунь, потеряли свою численность, и даже они в Красной книге Казахстана, эти виды. Сейчас вот наш институт ведет такие работы, где хотят восстановить численность этих. Вот тогда про кормовую базу хочу рассказать. Тогда заселяли в озеро Балхаш многощетинковых червей, это хидисты, хипаньолы, также различные ракообразные были, это несколько видов мезид, бакоплава заселяли, там и креветки есть также, и моллюск монодактна. Все вот эти перечисленные организмы создают основу кормовой базы озера Балхаш и обеспечивают рыбу хорошей пищей, качественной пищей. Надеюсь, я ответила на ваш вопрос. Ленту полистайте, там куча вопросов. Да, извиняюсь, но вроде бы какие кормовые условия для рыб водоема? Какие кормовые условия для рыб водоемов Балхаш-Алакульского бассейна? Я только что рассказала, но я хочу перечислить водоемы, которые относятся к этому бассейну. Самый крупный водоем — это озеро Балхаш, Алакольская система озер. В эту систему входит озеро Алаколь, озеро Кашкарколь, озеро Сасыхколь, Жаланашколь. Еще есть мелкие водоемы, но добывается рыба с озер Алаколь, Кашкарколь, Сасыхколь. Еще к этому бассейну относят водохранилище Капчагай. Относительно, если взять вкупе все эти водоемы, тогда самые хорошие условия для рыб в озере Балхаш и водохранилище Капчагай, я думаю. Для рыб, да. Спасибо за вопрос. Самые рыбопродуктивные водоемы РК. Самые продуктивные водоемы РК — это озеро Балхаш опять, которое, откуда добывается основное количество рыб, это около 15%. На втором месте это бассейн, сейчас Арало-Сардаринский бассейн. Туда ходит много водоемов и водотоков. Но первое — это Малое Аральское море. И с Сырдари, Шардары тоже хорошо. Они тоже продуктивные водоемы. Питается ли один и тот же вид рыб в разных водоемах одними и теми же организмами? Есть рыбы, которые избирают пищу. К ним я могу, как по своему опыту, могу отнести судака. Судак, кстати, если там даже есть в водоеме сорные рыбы и другие виды, судак особо долго не ищет свою пищу. Он может питаться, каннибализмом может заниматься, кушать своих сородичей. И еще могу, если даже корма достаточно, в питании судака почему-то всегда наблюдается своя молоть. И еще про воблу я могу рассказать, что вобла тоже не изменяет своим вкусом, всегда питается моллюсками и закусывает фитопланктоном, растительностью. А есть лещ, лещ вообще во всех водоемах питается, чем приходится. Это очень пластичный вид, и за счет этого они во всех водоемах создают численность, наверное, всех, если взять всех видов рыб, они создают численность, и они многочисленны за счет того, что они, где есть нектобентосные, это ракообразные мезиты, креветки, они могут есть мезит, бакоплавов, где есть моллюски, они могут питаться моллюсками, где черви червями, и где растительность растительностью. Поэтому они неизбирательны, и за счет этого они быстро размножаются и набирают численность за короткое время.
питаются, да, они, есть виды рыб, которые питаются определенными, да, компонентами, есть организм рыбы, которые могут питаться всем. И карась тоже так же, все, что видит, это может питаться, да, всем, что приходится. В Капчагае есть крабы, да, в Капчагайском водохранилище я хотела бы рассказать про инвазивные виды чужеродные. Последние годы в Капчагае ежегодно мы изучаем реку Иле, высшее водохранилище Капчагай, наш головной институт. И мы с 2006 года начали наблюдать в водохранилище Капчагай крабов. Их называют мохнаторукий китайский краб. Айжан, извиняюсь, зарядка садится. Извиняюсь, да. Мохнаторукий китайский краб – это инвазивный вид, который у нас с 2006 года на водохранилище Капчагай в русле реки Иле ловится. И в 2018 году на наши рыбацкие сети поймались 2 экземпляра этих крабиков. И они имели хороший вес, мы обследовали их. Я, кстати, даже на всякий случай хотела про них рассказать. Вот это фото сделано мной, это нашего института календарь. Вот этот крабик мохнаторукий. Откуда этот крабик в наших водоемах? Дело в том, что в Китае этот краб считается деликатесом, да. И они выращивают в год до 800 тысяч тонн только этого краба. Тогда как у нас мы добываем со всех водоемов около 45 тысяч, да, тонн рыбы, а там в Китае одного только этого краба выращивают до 800 тысяч тонн. Чем же этот вид опасен? Этот вид опасен тем, что этот вид всеядный, все, что приходится, может есть, и они могут строить норы, копать норы, и таким образом повреждают дамбы в водохранилищах. Ущерба очень много. Это самый опасный даже считается инвазивный вид в мире, этот крабик мохнаторукий. И еще они повреждают сети, кушают рыбу и вытесняют аборигенов водоемов, куда они попадают. Такой краб у нас есть. Но я хочу успокоить всех. Дело в том, что этот краб может размножаться только в соленых водах. У нас в Капчагае водоем вода пресная, но правда есть выше, дальше Капчагая озеро Балхаш, но там соленость достигает 7-8, да, промилле, а эти крабики могут размножаться при солености от 15 промилле до 25, если не ошибаюсь. Поэтому для нашего водоема этот крабик не опасен. Он просто китайцы там интенсивно в своих хозяйствах выращивают, и когда, видимо, их вылавливают или на продажу, они попадают каким-то образом в русло реки Ле и попадают в Балхаш. Большая ли разница по показаниям параметров? Большая ли разница по показаниям параметров? Большая ли разница по показаниям параметров? Размер, вес рыб между ЮКО? Ну, этот вопрос, да, про рыб вы зададите, конечно, прошу задать их теологам, так как я занимаюсь беспозвоночными организмами, я про рыб особо-то хорошо не знаю. Я гидробиолог, специалист, который изучает беспозвоночных организмов. Какой из регионов Казахстана наиболее богат по кормам? Ну, я самые продуктивные водоемы назвала. Это Балхаш.
Ақтау-Алакольская система озер и Сырдарья. Про Ертис я особо много информации не знаю, но там тоже есть во время акклиматизационных работ, туда также во все наши водоемы заселяли высших ракообразных, везде есть раки, там есть рак, и какое-то время этого рака даже вылавливали и продавали. Можно ли выращивать артемию в бассейновых условиях? Спасибо за вопрос. Но я выращиванием опять же не занимаюсь. После меня еще специалист, заведующая лабораторией аквакультуры, через неделю будет выступать, и она может рассказать. Ну, конечно, они занимаются рыбами, но я вообще выращивают их в Таиланде, в Малайзии, их в садках, в бассейнах, артемию, рисовых чеках выращивают. У нас в Казахстане я не знаю, выращивают ли, я не видела этого. У нас очень много соленых водоемов, откуда можно добывать артемию. И, видимо, такой необходимости особо нет. Но в последнее время люди начали этим интересоваться, и, наверное, скоро наши тоже начнут выращивать артемию. Можно ли выращивать? Какой из регионов наиболее бедный по кормам? По кормам я бассейны озвучивала, да, где рыб. Если кормовая база богата, тогда и рыб было бы много. Бассейны бедные, это Шуталасский, Тобол-Тургайский бассейны, Исильские бассейны, Нурасарсудские бассейны. В этих бассейнах водоемы менее продуктивные. И кормовая база, соответственно, там ниже, чем в Аральском бассейне, Арало-Сырдарьинском, Балхаш-Алакольском, Иртышском, Жайық-Каспийском. Все. Рахмет жауабыңызға. Сізге де рахмет сұрағыңызға. Почему в Казахстане морепродукты в основном импортного происхождения? Да, у нас в Казахстане, я говорила в начале, да, что самое главное внимание уделяется рыбной отрасли, как сохранить и эффективно управлять экосистемой. И мы стараемся, наше государство направленно пользуется, пытается рационально использовать природные ресурсы, да, и аквакультура у нас не так хорошо развита. Аквакультура последние годы, да, интенсивно развивается, и если в Узбекистане, да, там 70 тысяч тонн рыбы только выращивают, у нас 5-6 тысяч тонн, да, в Казахстане, при том, что у нас намного больше естественных водоемов. И этим сейчас интенсивно начали заниматься. Наверное, в будущем, когда аквакультура у нас будет хорошо развита, как хотя бы в Узбекистане, тогда у нас к нам, наверное, морепродукты не будут привозить. Спасибо за вопрос. Я прям увлеклась. Спасибо за ответ. Вам спасибо за вопрос. Да, спасибо. Надеюсь, я на все вопросы ответила. Мне тоже очень приятно получать. Очень интересно. Ладно, до свидания, спасибо. Последний вопрос, еще есть время. Қапшағайда бентоспен қоректенетін балықтар бар ма? Қапшағайда 10 кәсіби маңызы бар балықтар бар. Олардың 6 түрі, 5 түрі бентоспен қоректенеді. Атап өте кетейін, ол мөңке балығы, сазан, тұқы балығы, тағы қыран балығы. Және осы 4 түр бар, ол 4 түрге қоса Қапшағай су қоймасында ақмарқа балығы да
негізінен сан бойынша қорегін қараған кезде олар мезидалармен, шаяндармен қоректенеді, және судак, қазақшасы көксерке балығы да креветкалармен, мезидалармен, бүйірме жорғалаушы шаяндармен қоректенеді. Бұлай қараған кезде 10 кәсіби маңызы бар балықтың бәрі аз мөлшерде болсын, толық 100%-да болсын бентостық организмдармен қоректенеді. Рахмет көп. Какие корма для рыб лучшие в Казахстане? Какие порекомендуете? Но мы не кормим рыб, мы изучаем естественную среду, где рыба обитает, и по остаточной биомассе мы определяем, мы питание их смотрим, и мы определяем, насколько рыбе хватает, насколько не хватает, да, пищи. А при выращивании, вот я говорила, что в начале, после личиночной стадии, в основном в хозяйствах применяют науплив, артемий. После этого можно кормить, выращивать. У нас в институте лаборатории аквакультуры, да, выращивали дафни, ветвистоусых рачков, представители этой группы. И это вот когда уже рыба до определенного возраста дойдет, тогда уже можно переходить на искусственные корма. Конечно, вначале надо кормить рыб живыми кормами. Я так не порекомендую, потому что это там очень... Если мы подойдем к водоему, это вначале надо изучить химический состав водоема, потом кормовую базу. Если недостаточно кормовой базы, там очень много работ надо проводить. Если вы, правда, очень интересуетесь этим, можете подойти в наш институт, и мы постараемся исследовать ваш водоем и сказать, порекомендовать, что можно сделать. Спасибо огромное всем. До свидания, хороших выходных всем. Счастливо. До свидания.